Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – пакостники, завистники. Откроем маски. Кто они? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Посмотрим, что вас окружает, также вашу энергию. Мужские энергии сразу выходят. Она же женщина, она же мужчина. Всего добивается, строит какой-то план, связанный с карьерой, с деятельностью, какой-то работой. Также вы человек, которого нельзя остановить. Если он что-то задумал, то это обязательно должно случиться, проявиться. Вы идете к этому до конца. Вы человек, который не останавливается на чем-то только одном, не зацикливается. Да? Он или несколько путей выбирает, или же двигается к цели, не останавливаясь. Сейчас вы о чем-то переживаете, очень много думаете, это связано даже с какой-то слабостью. Вообще по себе вы человек сильный, и вы, кстати, проявляете свою силу. И ваша сила может проявляться даже вот так же, как я говорю, в мужских энергиях. Да? Вы, возможно, принимаете какие-то важные решения, все в вашей голове, несете на себе груз какой-то или же какую-то ответственность. В целом, помимо ответственности, у вас еще какие-то дела, да, то есть вы постоянно как белка в колесе крутитесь, действуете и двигаетесь. Притом, я бы еще сказала, здесь женщина, которая выглядит моложе своих лет, и вы этим удивляете других людей, женщин, возможно, тоже, если женщины досмотрят. Но вы знаете, вы сейчас именно находитесь в состоянии, когда вам требуется какая-то помощь. У кого-то даже может психологическая быть помощь. Кто-то об этом думал, посетить психолога или читает что-то, что связано с психологией, дабы избавиться от какой-то своей проблемы, болячки внутренней. У кого-то здесь может быть нарушен сон. Вы хотите выровнять, да, вы хотите привести в норму сон. Кто-то поздно ложится, тяжело встает, например, или может даже быть, что вы просыпаетесь от каких-то кошмаров, или уже несколько дней подряд снятся какие-то кошмары. Вы сейчас находитесь в своих каких-то переживаниях. Притом, знаете, отнюдь вы не совсем такой человек депрессивный, да, это сейчас именно такое состояние, такая энергия, какая-то апатия может тоже быть. Ничего не хочу, вроде как планировала, но срывается этот план. Может быть даже уборки, смены чего-то, да, или деятельности какой-то. Вы пока сейчас поставили на паузу. Вы о чем-то очень много думаете, переживаете. Притом вы человек очень компанейский и общительный. Вы, кстати, успеваете во всех сферах. Да? Эта сфера может быть и работа, на самом деле, и умственная, и деятельность, и плюс вы еще что-то помимо делаете. То есть это женщина, у которой 10 рук. И принимаете еще важные решения, как мужчина. Вас очень сложно, я говорю, опять-таки остановить. Человек дорог здесь. И ваше решение однозначно, оно под вами. Вы не руководствуетесь чьим-то мнением. В какой-то степени, да, вы можете у кого-то послушать, но вы опираетесь больше на свое мнение, как решили вы. Что-то вы закончили в своей жизни, прекратили насовсем, кто-то избавился, может быть, от каких-то привычек своих. Также здесь кто-то, возможно, ездил и перестал ездить куда-то. У кого-то прекратились куда-то дороги. Вы человек, которого, я бы сказала, люди определяют как живчик, да, она живчик. Или долго жить будете, долгожитель. Вы молодо выглядите, вот поэтому еще судят. Здесь у вас прекратились отношения, разорвался круг, я бы так сказала, с каким-то мужчиной, после чего, скорее всего, вы почувствовали некое освобождение. У вас идет вообще,
Смотрите, да, какие карты. Четверочка, да, скорее всего, здесь может быть дата рождения. У кого-то 13 число, у кого-то 31, у кого-то 22. Дата рождения или такие символические цифры, цифры, которые имеют какое-то общее значение с вашими важными какими-то серьезными датами, в которые определенно судьбоносные вещи происходят. И человек вы, который, скорее всего, очень часто проводит время в интернете. Также человек, который интересуется всем подряд. Все вам интересно или много чего. Человек, вы, который открыт, идет навстречу. Вы не закрываетесь. Вы скорее даже, вы знаете, как ищете какие-то возможности. Или выискиваете, по крайней мере, что-то вот проверяете, подсвечиваете себе. И у вас очень сильная разрушительная сила. Если вы разозлитесь, не дай бог, да, берегитесь все, полетит все к чертовой матери, вот так вот хочется сказать, да, полетит все в тартарары. Человек вы под охраной молодого человека, человек, который ушел, возможно, в молодом возрасте, или это может быть какой-то породы у вас мужчина, мальчик, тоже быть молодой. Он вам помогает. Он вам помогает, кстати, достигать каких-то ваших целей. Также все планы, которые ваши сбылись, это вот благодаря ему. Этот человек, похоже, занимался той же деятельностью, что занимаетесь вы. Вы на него похожи, также могут похожи быть какие-то черты лица, очертания, или определенно что-то, нос, уши, да, вот как-то так, есть оно. Он же вас и охраняет. Вы знаете, у кого-то здесь дома живет, вот хочется так сказать, домовой, который, возможно, злится на вас, да, может быть, воды налить в стакан, может быть, поставить чашечку с сахаром рафинадом, может быть, насыпать печенье, да, чего-то вот подкормка, как будто бы чего-то ждет. И, знаете, вот как вы это насыпете, поставите, да, так сразу денежка будет в вашем доме. 9 рафинадинок или 9 печенек. Но вот смотрите, печеньки, когда вы сыпете, они не должны быть какие-то старые или ненужные, я их не буду, да, они уже валяются там сколько. Или же купите такие печеньки, которые бы вам самой хотелось бы съесть для домового. Вот так. И сразу у вас будет какая-то прибыль. Он об этом, кстати, намекает. Возможно, у вас что-то в квартире ломается, разбивается. Это он шалит. Человек, который прошел какую-то трансформацию. У вас не просто какая-то трансформация здесь идет. Глубокое осознание вообще своих ошибок в жизни и каких-то негативных людей, которые пришли в вашу жизнь. Здесь, скорее всего, тут человек не злится. Он пытается войти в ситуацию. Почему тот злодей какой-то, пакостник, да, с вами как-то поступил. Вы обдумываете об этом, да, потому что, может быть, он несчастный в отношениях, потому что тут такая идет из вас мудрость. Хочется сказать, мудрость такая, где бы каждый бы ругался, а вы, вот знаете, воспринимаете все именно на уровне какого-то гуру. Но вы здесь на высокой такой планке. Не просто уровень, здесь высокий уровень. По менталу вы человек, который зрит в корень, смотрит глубже, видит людей насквозь, чувствуете людей, ауру их. Вы не стараетесь сразу ругаться, впадать в какие-то конфликтные ситуации. Вы стараетесь все благоразумно так решить. Вы человек, у которого очень правильно сложенные черты лица, потому что черты лица, они определяют характеристику человека. Вы человек, можно сказать, ровный. Тот человек, который никого не обидит, пока не обидят его. Не будете устраивать какие-то конфликты, скандалы, вы уходите от этого. Старайтесь находиться там, где тепло, уютно, весело, возможно, или приятно. Вы также человек, который склонен сейчас, на данный момент, чего-то такого глубокого изучать. Да? Это может быть эзотерика, психология. У вас, кстати, может быть или заначка, или вы всегда отложите на черный день. Не рекомендую так говорить именно на черный день, потому что этот черный день и наступит. Говорите на счастливый день, когда откладываете. У кого-то здесь вот какие-то такие могут быть заначки. Кто-то на что-то копит, может быть, даже. Или вы человек,
который на данный момент затягивает поясок. На что-то ему деньги нужны, финансы. На что-то вы копите. Вы, кстати, сейчас очень глубоко задумались о прошлом, о своем. Возможно, даже ваша жизнь так быстро пробегает перед глазами. У кого-то воспоминания, ностальгия может быть. У кого-то и может время быстро идти. Вы можете видеть, как дни просто не проходят, а улетают, понимаете? Старайтесь ловить миг, старайтесь вот как-то свой день именно настроить на... чтобы в нем, да, было много позитивного. Понимая, что если сегодня вы найдете чего-то позитивного, пусть даже 10 штук чего-то, да, позитивного, это радость, это встреча, это улыбка, тепло, поцелуй, обнимашки, кафешка, покупка или в чем угодно, да. Завтра найдете, послезавтра, так вы поймете, что целый год вы были счастливой. У вас будут и положительные к вам энергии идти, или же, да, будет все работать на вас. Вот хочется так, да, сюда добавить. То есть, когда все будет располагаться к вам, в вашу сторону. Именно с положительной точки зрения, если вы будете себя направлять на позитивное. Но оно, в принципе, так в эзотерике есть. Поэтому я часто обращаюсь к вам, что думайте всегда о позитивном. Вот даже если настигло зло, да, такое, что на кого-то поругаться, на кого-то разозлиться, смягчайтесь, просто смягчайтесь. Это для вас же лучше. Не для них, не для кого-то, не для чего-то, а именно для вас. Вот так. Также у вас человека показывают, да, который склонен скорее визуализировать что-то или же мечтать. Вы мечтательны. Скорее всего, даже ваши мечты в жизни складываются наилучшим образом или, в принципе, сбываются. То, о чем вы мечтаете, особенно материального характера. Хорошо, давайте смотреть дальше. Если с вами проигрывает. Пакостники, завистники, откроем лица, снимем маски. Думайте сейчас только о себе, о своей жизни. Настройтесь. Посмотрите, как интересно. Здесь в вас вот хочется сказать, хотят разбудить вот эту ведьму. Да? Знаете как? Притом вы можете сами замечать какие-то такие вещи, как будто бы вам что-то делают. Вы можете замечать, что на вас как будто бы натравливают, да, какую-то магию, кого-то вот чуть ли не собак натравливают. И тут же вы понимаете, что мне нужно с этим что-то делать. Соответственно, что делаете вы? Вы чего-то начинаете изучать, где-то копаться, смотреть какую-то информацию, читать, да? Вы начинаете в этом углубляться, еще так скажу. И вот тут как раз-таки, да, просыпается что-то ваше. Ваше вот что-то такое эзотерическое, магическое. Это может скорее даже спит ваша интуиция, и только сейчас она начинает просыпаться. Именно тут указывает на то, что есть у человека определенно какой-то дар, и вот все делается к тому, чтобы этот дар открылся через даже негативные ситуации. И вы чувствуете, что вы чувствуете себя как-то не так, да, что на вас производят какое-то воздействие. Вы чувствуете, возможно, даже видите, замечаете какие-то знаки, чувствуете, да, что кто-то злится на вас. И не зря, скорее, вы сюда пришли на данное видео. Здесь в первую очередь, вот что самое первое мы открываем и видим, вам хотят открыть третий глаз. Вам хотят на что-то указать, что вы умеете, вы обладаете, у вас есть на то мощная сила. Это сила скорее даже рода. У вас по роду кто-то определенно занимался какими-то практиками, ритуалами, возможно, даже был человек-мастер. И вот это вот в вас постепенно просыпается. Вы могли даже с самого детства замечать какие-то детали. Именно, хочется сказать, полтергейст, да, или же что-то такое неземное, что происходит.
И вы чувствуете, что у вас определенно что-то есть. И это вот оно есть. Ну, да, вот по роду. Также здесь люди скорее могут о вас говорить, что вы ведьма, указывая вам на то, что у вас есть дар. Если вам об этом говорили, или же вы подозревали, что на вас думают, что вы, да, вот какая-то такая ведьмочка, что-то там творите, чудите, были или подозрения, или, может быть, на вас конкретно заявляли, да, что вы какая-то таинственная, так оно на самом деле и есть. Вы обладаете каким-то даром, и люди это считывают и проецируют. А вы, кстати, вот смотрите, здесь как будто бы вам несколько раз стучали в дверь, вот этот вот дар, да, показывался где-то вам. Вы как-то это, знаете, с одной стороны воспринимали информацию, но вы думали, что вам в чем-то показалось. Мне показалось, или это какая-то случайность? А это не было случайностью, это был факт в лицо. Здесь даже, знаете, вот как одно за одним что-то в вашей жизни прям происходило, чтобы показать вам вашу вот эту вот силу. Или ваш дар. Вы могли в доме что-то замечать интересное, в семье. Пакостники-завистники. Здесь кто-то останавливает ваш путь в том плане, что вы постоянно везде успеваете. Здесь есть, скорее даже я бы сказала, завистники. Я не вижу, что люди пакостят, они просто желают. Желают или смерти, или чтобы что-то случилось. Потому что вы очень активничаете. Вы даже тем самым вот как в середину выбиваетесь. Я посередине иду. Я посередине стою, я посередине сижу. Я тут королева или я какая-то, да, имею в себе что-то. И вот здесь как будто бы то ли травля, да, в плане моральная травля, то ли вот какие-то могут быть у людей нападки на вас, то ли вы можете еще опять-таки замечать, что люди вот как будто сговорились между собой против вас. Также здесь могло быть такое, что вы почувствовали, что как будто бы вам подложили, хочется сказать, кота в мешке или собаку на зло, напакостить. Порвали что-то, отрезали, запачкали. Ну, так оно и есть. Это было назло. Умышленно, да, то есть человек думал и знал, что делает. Не специально, а вот именно продуманно. Пакостники, завистники. Тут завидуют, но молча завидуют. Но опять-таки ждут какого-то, знаете, вашего проигрыша. Или когда вы в чем-то опозоритесь, или же потерпите крах, да, какой-то. В чем-то даже признаетесь. Здесь может быть такое, что вы чего-то скрываете, или люди могут так думать. Вы молчаливы, вы уставшие, а люди думают, что вы о чем-то скрываете, что это вылезет наружу, да, или вот что-то с вас должно вылезти. Или разговор, диалог какой-то, или вот в принципе какая-то ситуация произойти, которая откроет на что-то им глаза, что у вас внутри там хранится. Кто-то думает, что вы себя еще покажете в какой-то ситуации, да, здесь, возможно, кто-то обороняется и вот хочется сказать, защищается в том плане, что какими-то бумажками, какими-то фактами, да, а может быть чем-то тоже опять, амулетами, иконами и так далее. Здесь люди хотят, чтобы вы, скорее всего, в чем-то остановились. Здесь есть конкретно у вас женщина, противник, да, здесь даже не то, что
закрылись ваши дороги или же закрылись перед вами какие-то двери в эти шансы. Притом я вижу, да, что вы улыбаетесь себе, вот как будто бы стараетесь не обращать внимания, но понимаете, кто вам солит, кто вам хамит. Здесь, может быть, даже вот с рабочего коллектива вам завидуют вашей скорости. Вы очень быстра и активны. Здесь, кстати, могут о вас говорить то, что вы выскочка, пытаетесь, вот знаете, начальству или кому-то высокопоставленным доказать себя лучше и понизить остальных вокруг тем какими-то своими заслугами, да, что все плохие или не умеют, а вот я такая самая лучшая. Вот как будто бы вы выпячиваете наружу, чтобы в вас видели незаменимого работника, работницу, да, человека. То есть вы пытаетесь, как они считают, украсть у них или взять у них их место. Это может быть скорее рабочий коллектив. И знаете, очень много чего бывает, даже люди говорят такого, чего нет на самом деле, да, и здесь могут говорить о том, что вы зла или очень агрессивно, притом молчите, да, агрессия может быть в игноре, в молчании. Или вам задают вопрос, а вы на него не отвечаете или уходите от ответа. То есть здесь, знаете, у людей закрадывается впечатление, что вы что-то такое ценное, важное утаиваете. И скорее здесь кто-то хочет обнародовать или что-то найти. Кто-то здесь может конкретно искать против вас какие-то улики, да, чтобы вас выгнали или чтобы у вас закончилась ваша карьера, деятельность. Вот такое. Но у вас есть на то сила, у вас есть на то защита, у вас есть на то охрана от высших сил, именно от вашего рода. То есть вы защищены. И поэтому здесь скорее люди не могут переступить эту черту, потому что чувствуют вот какой-то стоп. Туда нельзя, или опасно, или да, вопрос в себе. А что же интересно может быть, но чувствуют, что вот-вот от вас что-то может прилететь, да, или они могут получить по заслугам. Есть какая-то в их глазах опасность в виде вас, или же в целом, да, боятся вас. Еще посмотрим за завистников, пакостников. Давайте, выходите наружу, откроем ваши маски. А вот тут карта «Мир» выходит. В первую очередь, я говорю, скоро откроется прям первая маска, точно вы увидите. Кто-то покажет свое истинное лицо. Кто-то, скорее, даже проговорится о чем-то. Знаете, проскользнуло. Вы здесь будете анализировать информацию от этого человека, считывать, и вы почувствуете, что-то здесь неладное, что-то здесь не то. Но здесь пожелание вам вот какой-то... Человек желает вам краха, нищеты, чтобы вы еще побегали за ним, да, попросили о чем-то, нуждались в нем, да, зависимы были, может, даже. И здесь вот такое желание, чтобы она жила, например, от зарплаты до зарплаты, чтобы не хватало. У кого-то здесь конкретно по деньгам может быть зависть или вашему материальному положению. Пакостники, завистники. Человек из прошлого, женщина. Женщина вот таит какую-то, знаете, здесь такой азарт. Когда-то вы там где-то блистали, а теперь блистаю я, или я ей покажу, да, кто здесь главный. Она вас, скорее всего, в вас видела идеальную женщину, и поэтому женщина это вот как-то пытается или копировать, или быть как вы, вами. Строит какой-то план, однозначно продумывает. Также здесь может быть в целом не план, да, а какие-то действия. Будут шаги в вашу сторону. Но здесь идет прошлое. Может человек даже написать,
Притом, знаете, сообщение будет такого теплого характера или приятного характера, но в душе человек как будто бы вас ненавидит или же желает вам... Во-первых, здесь еще идет обман. Когда-то она вас в жизни обманула. Здесь есть догадки о том, как вы живете, поживаете. Также здесь есть любопытство и интересы в вашей жизни. И здесь самый главный вопрос на повестке дня. А кто ее муж? А кто ее обеспечивает? Да? Или с кем она живет? О вашем браке, о вашей семье. Пакостники, завистники, пакостники, завистники. Кто завидует, на порядок, хочется сказать, дешевле, на большой порядок, да, то есть ниже. Или же человек, у которого низкий ментал, да, он, идет слово такое опущенный, или человек, который опустился вниз, он сдался. А вы же прете на прополую, вы обгоняете, вы где-то впереди. Вы скорее даже на поверхности, на глазах у кого-то или у важных людей на глазах. Вас где-то замечают, видят, или вас могут подметить те самые люди, которые могут вам что-то дать. Вам завидуют скорее в том, что вам в чем-то очень сильно везет. Вам повезло, и здесь сразу же прилетает вот эта зависть. Или человек скукоживается в лице. Ему неприятно, что вы в чем-то выигрываете и получаете. По чувствам, по любви. Человек, возможно, имеет какой-то статус по императору, да, или человек носит погоны. Здесь может быть воинский костюм или же, да, генеральский. Опять сердце, пакостники, завистники. Здесь больше, наверное, пакостники. Здесь какие-то двое незрелых или молодых мужчин о вас спорят. Один доказывает что-то, другой говорит нет. А оно вот так, да, пытаются анализировать вас, пытаются, скорее всего, тут в поле идет создание, да, чего-то. Может быть, вы что-то создаете. Но здесь в поле идет такое создание такой ауры, когда идет какая-то негативная энергия от этих людей. Здесь может присутствовать доля зависти. Кто-то вот-вот стоит на краю краха или нужды. А другой человек, разочарованный в любви, вообще не верит женщинам. И что самое интересное, ваш враг станет вам друг. Или вы начнете общение с вашим врагом. Здесь даже есть такое, что не стоит отступаться, стоит выслушать. Вам все будет ясно, только потом, после какого-то разговора. И вы здесь стараетесь не летать где-то в облаках, вы стараетесь находиться на месте, здесь и сейчас, дабы не упустить свой шанс. Возможно, кто-то отматывает пленку назад, чтобы изменить свое будущее. Вы хотите что-то изменить в прошлом, надеясь, что это изменится в будущем. Давайте посмотрим. Да. И скорее даже, вот знаете, как вы никому на сегодняшний день можете особо-то не верить, но вы общительны. Что-то вас может сдать. Ваш язык, ваши слова. Что-то вас сдает, палит, да, именно когда человек разуверяется в чем-то о вас или думает очень много о вас. Здесь вы выбрали позицию человека, который все может и все хочет, да, то есть вы все и можете, и всего хотите. Здесь кто-то стремится к духовному росту, стать кем-то, неважно, будь то гуру, учителем и так далее. Вы изучаете, возможно, основы психологии или, в принципе, в целом психологию. Кто-то может изучать карты, кто-то здесь может изучать все, что связано с эзотерикой, камни, руны и так далее, астрология. Но вы
знаете, сдаете себе шанс, вернее, возможность на то, чтобы взять этот шанс. Вы себя в стороне не хотите оставлять. Вы хотите чего-то получить. Это ваша цель. И вы прете. Кто-то конкретно говорит о том, что вы разберетесь с чем-то или справедливо поступите. Здесь надеется кто-то на вас. Притом пакостник, человек, который еще держит надежду, что вы в чем-то поможете, или же, да, человек может пытаться рушить ваши какие-то отношения или подставлять вас в чем-то, чтобы разрушились у вас какие-то отношения с кем-то, или договора тоже, опять-таки, может, или вот у вас определенно, например, намечено на какое-то время что-то, да, и человек хочет это сорвать, чтобы у вас не получилось. Здесь вот какое-то зловредие, потому что вас любят. И вас очень сильно желают. Вы снитесь человеку, человек очень думает много, представляет, возможно, даже какие-то половые сцены, да, или постельные сцены, как там. Также человек понимает, что вы наверху прикидываетесь ангелом, а внутри вы черт или дьявол. Да, вы умеете создавать именно эффект такого огня, эффект такого, как сирены в морях. Звали корабли, а они тонули. Вот вы такая манкая, такая тянешься, но ты чувствуешь, что здесь какой-то есть подвох. Или не бывает все вот так вот, просто так, да. Даже кто-то на вас смотрит и не верит. Может это быть тоже мужчина, я не верю, что ты со мной. Вот как-то так. Также я говорю, что вам кто-то навалил каких-то проблем, ноши, которые вы сейчас разгребаете. Завистники. Тут показывает ваше безразличие. Вообще вам честно наплевать. Главное, чтобы ничего не делали. А то, что о вас кто думает, вам наплевать. Да, внутри неприятно, но, вы знаете, вы как-то стараетесь перехитрить эту систему или психологию, да, вы вот именно разрываете между собой и ними связь. Или же вы прекращаете общение с этими людьми, потому что поняли, кто они из себя, или что они из себя представляют. Здесь сразу говорю, идет какая-то такая интрига или практика. Да, человек что-то делает против вас, дабы разрушить какую-то вашу стабильность или ваше эмоциональное состояние подшатнуть. И вы чувствуете, у вас иногда бывает как будто ПМС. А это не ПМС, а влияние на вас. У вас защита. У вас защита, и в принципе все сходит гладко. А что-то у вас отняли, но что-то вам эта судьба и дала взамен того, что вы потеряли или отдали. То есть вы получаете где-то информацию еще извне. И за вами наблюдают, скорее всего, ради того, чтобы вы в чем-то оказались или неправы, или же признались в чем-то. Показывают, что люди недовольны тем, что вы располагаете какими-то преимуществами, благами, возможностями. Не нравится та ситуация, что у вас все получается, или вы достигаете каких-то вершин. Но здесь идет труд, здесь идет недосып, здесь идет ночная работа. Здесь, кстати, могут идти какие-то сомнения пока что, да, о дороге, но пока что. Ехать, не ехать, стоит, не стоит. А здесь говорят о вас обиженные люди, сильно сложные, по характеру обиженные внутри. Здесь вы стараетесь ситуацию или утихомирить, или разойтись с друзьями. Вот как-то так, а не с врагами.
И у вас здесь показывает, что видение, да, вот как будто бы люди чувствуют, считывают, оно шире. Вы видите шире, глубже. И, возможно, к вам могут обращаться за советами, но такие люди, которые недостойны, да, вашего внимания, вот они же и обращаются к вам за советом. Кстати, у вас в семье тоже могут или со стороны родственников быть пакостники, которые вам как будто бы подрезают путь, дорогу. Вы стремитесь, а вам подрезают или останавливают вас. Пакостники. Сразу выходит женщина. Эту женщину вы уже давно знаете. Она из давнего прошлого. Пакостники. Ох ты. Здесь такая обида кровная. Знаете, здесь вот когда-то человек как будто навязывался к вам сам с какой-то помощью и помог вам в чем-то. Притом, знаете, вы чем-то горели каким-то желанием, чем-то были озарены, куда-то спешили, может быть, или к чему-то стремились, да, и вот она говорит, давай я тебе протяну руку помощи. Вот человек помогает вам, но нет вашей какой-то обратной связи по типу спасибо, благодарю, да, вот что-то такого. Вы вот как будто бы взяли эту помощь или воспользовались, как она считает, но вот слово идет неблагодарность, да, как будто бы вы не отблагодарили. И здесь такая кровная злость, внутреннее разочарование, задели, я бы так сказала, эго. Здесь человек хотел получить какую-то благодарность от вас, какое-то взаимодействие. Но здесь вышло не так, как она предполагала, могло бы быть. Здесь вот как будто бы, знаете, такое, что Бог видит все. Здесь чего-то ей кажется, человек додумывает, из мухи делает слона. Притом эта ситуация такая мелкая. Или, знаете, эта помощь-то и не нужна-то была, да? Она была навязанная помощь. А вам оно и не надо. Вы здесь вот показывают вас в делах, занято, нету времени, не до этого, да, вот она вот раз напросилась, второй напросилась со своей помощью, в итоге помогла вам в чем-то. Ругается на вас, злится, скорее всего, вы уже и не общаетесь. Неблагодарная, говорит, что двери к ней, она говорит, ко мне двери уже закрыты. Я ей помогать не буду. Странно. Притом, знаете, она говорит, когда вам хорошо, вы не спросите, как чего, как дела, да, а вот когда вам плохо, все должны вам помогать. Чего ради? Вот какое-то такое зло. Считает, что вы вот или вышли замуж, или ушли в какие-то отношения и забыли, что вам делали хорошего, да, кто-то помогал, вот как она. Показывают, что вы достигли чего-то, но вы даже не спросите, как у нее дела, да, или же не протянете тоже руку помощи, которую она требует. Вот ей сейчас требуется помощь, да, или в чем-то она нуждается, но она видит, что вы имеете, может быть, ресурс, деньги, помощь, или специалист, может быть, даже в психологии, да, но психологической помощи не оказываете. Или у вас есть деньги, но вы деньгами не поможете. У вас что-то есть, определенно она это видит, вы это проецируете. И у человека складывается какая-то такая, знаете, из мухи слона злость.
нарастает. Вот злость нарастает. Но есть надежда на чью-то помощь. Она надеется, что кто-то ей в чем-то поможет. Но на вас больше всего как будто бы надежды были. Это рабочий коллектив, это работа, это или может быть бывшая работа. Кто-то с вашей работы. Притом ждет вознаграждение в этой жизни от вас, да, в виде благодарности чего-то. Деньги, финансовая, материальная помощь. Здесь в препятствии стоит мужчина. То есть вы ушли в какие-то отношения и вот забыли, что вам делали когда-то хорошего. Говорит, неблагодарная. Но я не вижу, что против что-то таит в плане, чтобы что-то сделать. Что касаемо зла, да, злится на вас. Не отпускает ситуацию, считает вас в должниках. Что вы должны еще. Так, пакостники, завистники. Родственники. Здесь препятствия родственники. Здесь опять-таки указывают на то, что вам препятствуют ваши же близкие люди. Вам не желают чего-то, да, положительного. Вам желают какой-то остановки в жизни. Или состояние, когда вы будете еще просить о помощи, например, да, или ждут состояния, когда вы будете жертвой, когда вы почувствуете какую-то боль или слабость, когда вы ослабеете и придете. Здесь опять-таки какая-то агрессия идет в вашу сторону. Знаете, на уничтожение. Кто-то вас вот прям ненавидит. Почему? Ну, вы такая... Тут показывают вас в самодостаточности и независимости. Мне чужого не надо, мне помощи не надо, у меня все есть. Вы добились какого-то, хочется так сказать, Олимпа. Да, вы взобрались на какой-то Олимп и сидите там себе, плевать на всех хотела, кто мне помогал. Вот какой-то такой, опять-таки, о какой-то помощи, о каком-то... Знаете, но люди ждут, надеются, что вы образумитесь и придете, да, в чем-то им помочь. Вот тут похожая ситуация на ту, которую мы сейчас рассматривали. Почти похожая, но это со стороны родственников. Там с работы, а здесь родственники. Очень много об этом говорят, злословят вас. Считают, что вы задрали нос, здесь очень много у вас амбиций. Также здесь могут говорить о том, что вас вот как черт за ногу дернул, да, или вас как в какую-то секту заманили, да, в голову вам вскружили кто-то, конкретно кто-то, кто вас отвел от этих родственников или близких. У вас была конфликтная ситуация с этими людьми, возможно, вы сейчас тоже не общаетесь. Или отрезали их от себя. И не важно вам, что это родственники. Неважно кто, да, но вот вы понимаете, если ко мне так агрессивно, то тогда мне это не надо. С какой-то агрессией. Знаете, вот кто-то может даже говорить, что вы вычеркнуты в списке, да, я ее вычеркиваю из списка. Это кто-то конкретно из родственников. И здесь человек как будто бы считает себя жертвой. Я потерпел или потерпела разочарование от вас. Человек разочаровался. Вы вот здесь как будто бы заботитесь о себе, о своей жизни, о своих, может быть, утехах каких-то. Радуетесь, наслаждаетесь жизнью. И вам плевать. Вы живете или в другой стране, или далеко от этих родственников.
Кстати, они о вас проверяют или проверяли, да, скорее информацию через мастеров или обращались к мастерам, чтобы, ну тут такой слив негативной энергии. Насчет, я думала, подклад, нет, не подклад. Мгм. Здесь больше того вашего разорения, да, как будто бы ждут, когда вы разоритесь по деньгам. Показывает вашу позицию, как будто бы вы отказываетесь от денег каких-то. И вот тут как будто бы ритуал, да, совершается на то, чтобы вы отказывались от чего-то, или финансового, или денег, или отказались от каких-то денег. Напишите, пожалуйста, в комментарии, о чем идет вот по этой ситуации речь. Я вот как-то не пойму. Тут ритуал был на то, чтобы вы или не смотрели на деньги, да, или отказывались от денег. Чтобы деньги от вас отвернулись. А смотрите, они только, да, вот человек только это сделал, а неудачу, тяжести, какие-то сложности получили они. У вас защита. Здесь, возможно, даже сыграло какое-то зеркало. Или вот знаете, как ситуация отзеркалилась, но у вас определенно что-то такое и есть, что отзеркаливает. А у кого-то здесь, знаете, на момент, когда на вас воздействовали, здесь на вас задело, да, зацепило вас немного. Здесь могло быть какое-то недомогание. Здесь могло быть, знаете, состояние, когда лежалось и не вставалось. Как будто бы вас привязали к кровати. Вы не можете даже вот шевелятся только глаза туда-сюда. А все тело лежит в состоянии такого. Здесь слабость, здесь такая, как утечка энергии. И здесь чувство такое, что я не встану. Такая усталость, настолько все тело, каждая клеточка, что встать не можешь, уставшая. Вот тут-то и было воздействие. И вы могли даже вот встать потом, и появилась резкая энергия. Вот это вот оно и есть. В этот момент, да, или вот в этот день было влияние скорее. Может быть, в прошлый, но вот проснулись вы на следующий день и не могли встать. Но вот смотрите по ситуации, здесь в принципе, да, вот как я и говорила в начале расклада, здесь кто-то может просто элементарно ночью, да, опять-таки вы не перепутайте, поздно ложится и поздно встает или тяжело разбито встает. Это тоже, это уже другое. Но вот здесь именно было такое у вас чувство, как будто бы шевелились только глаза. Как будто бы вас кто-то приковал к койке. Но потом вы встали и пошли. Возможно, даже хочется сказать, вы почувствовали, от кого идет агрессия. Или почувствовали, что на вас воздействуют. Что-то здесь вот так вот не то чувствуется. Вы, кстати, интуитивно, возможно, тоже на себе чувствуете негативную энергию, когда на вас пытаются влиять или что-то делают, или работают с фотографией и так далее. Вы можете это чувствовать. Чувствуете какое-то такое странное недомогание, но вы понимаете, что это не тело, это не физика, это не химия, да, это происходит что-то невидимыми силами, кто-то этим пользуется или кто-то на вас влияет. Вы можете это чувствовать. Давайте эту ситуацию продолжим, посмотрим вообще, что дальше.
по этой ситуации? Хочется сказать, да, человек помолился и исцелился. Или почистился и исцелился. Как в сказке. Вот такое что-то такое есть. Знаете, вот когда у человека бывает нехватка чего-то, он понимает, хочется ему солененького, там, сладкого, там, да, чего-то. Вот он чувствует, что что-то не то, ну, что-то его тянет, да, на что-то вот определенно. Арбузика съесть, бананов, там, еще что-то, яблок. Хотя не хотелось все время, да, вот тут захотелось резко. И вот здесь идет то чувство, что вы знаете, как восстановились, у вас куда-то вот потянуло. Или свечу зажечь, например, да, или в храм сходить, или помолиться. Вот просто бывает на ровном месте ты о чем-то таком подумаешь, и ты начинаешь действовать. И вот здесь вы вот как там, как будто бы, да, машинально к чему-то вас руки тянутся, и вы это делаете. Сами не понимая почему, но так на всякий случай, как для профилактики. И вы внутри вы понимаете, что вы делаете. Да, вернее, интуиция считывает и понимает, что вы делаете. Вы не понимаете внутри, почему. А может, да, кто-то почувствовал вот это вот именно такое недомогание, и что это какое-то влияние. Но вы ушли от этого. Но здесь сразу говорю, что вы на самом деле можете сами себя скорее и чистить, почистить. Может, чистились. А кто-то вот как посетил храм, зажег свечу, неважно, да, вот почувствовали, что или у огня посидела, у костра. Кстати, у костра очень полезно сидеть. Костер сжигает весь негатив. И вот когда сидите у костра, если у вас есть такая возможность, есть листочек, ручка, напишите все негативное, что было в вашей жизни. Вот это прям повод. И сожгите в этом костре. Вот прям, да, неудачные отношения там с Лёшкой. Раз, помяли листик и в костер. Дальше пишите. И вы знаете, у вас в жизни тем самым откроются дороги, откроются пути. Кстати, помимо этого, да, наоборот, вы что-то отдаете в огонь, вы сжигаете эту энергию, да, на замену этого приходит новая энергия. Это получение, может быть, чего-то, повезло вам в чем-то, да, вот такие случаи происходят, случаются. Вы выпускаете, хочется сказать, пар, но тем самым вы очищаетесь от негативной энергии. Также вы можете от невидимых врагов также защищаться. Вы не знаете, кто враг, но в любом случае вы можете произнести «мой невидимый враг», и написать, да, прям так, мой невидимый враг, уйди от меня. Ну, своими словами. Исчезни из моей жизни. Забудь меня. Что угодно. И сжечь в костре. Сразу вот здесь идет та информация, вот как будто бы вы с кем-то объединены сейчас. Или вот на момент, да, вот когда на вас что-то повлияло, вы были с кем-то. Вот это вот как объединение двух сил. И вот вы и мужчина. У мужчины определенно, да, какая-то сила есть, энергия. Энергия огонь, может быть, у вас огонь. И вот это вот эти две силы, или у него вода, у вас огонь, определенно как-то влияют на ваше воздействие. Здесь тоже может такое проходить. От вас чувствуется, пахнет страхом. Не конкретно вы боитесь, а вас уже здесь побаиваются. Возможно, здесь что-то произошло у тех людей, которые на вас воздействовали, да, родственники там. И чувство, что определенно вы тоже как-то влияете. И кто-то решил эту уже войну, хочется так сказать, остановить. Это как будто бы уже побаиваются вас, вашей энергии. Или что вы можете на это повлиять, или вот сходить к мастеру. А может быть, сами повлиять, да?
Здесь от вас прячутся и проверяют, как вы поживаете, эти же люди. Хитрые, злопакостные. На самом деле и завистливые, да, может и вредители быть такие мелкопакостные. Но здесь о вас какого-то такого, знаете, мнения с пожеланием, да, чего-то недоброго. То есть человек может с кем-то даже общаться и о вас клеветать или вас осуждать, на вас наговаривать, но при том желает чего-то, вот прям вслух, да, при ком-то, при других людях, обсуждая вас, желает что-то. Будет ли еще от них воздействие? Здесь даже вот смотрят, как будто глаз такой глазливый. Насчет воздействия я бы сказала так, что вытащил меч, от него и погибнет. Да? Скорее всего, человек опять получит какой-то урон в своей жизни из-за своих же содействий. Я вот иногда говорю, что мстить не надо, это оно само вернется. Вот здесь, да, плюс еще, если у вас защита есть, или вы чиститесь, ну это вообще, да, это отлично. И вот здесь вот как будто бы, да, человек что-то пытается делать, может быть, даже платят деньги, да, здесь может такое быть, что человек обращается к мастеру. Но вот как будто бы сам же и получает по шапке. И здесь еще, знаете, до добра не доведет, это раз. Почему? Потому что воздействует, а второй человек очень много злится в целом, не только на вас. Да, может и на жизнь свою ругаться, и в целом на кого-то злиться еще. Ну, у вас восстановление и закрытие идет от этих людей. Скорее всего, да, здесь какая-то четкая ясность уже и определение конкретно, кто это и как с ними поступать. Вы, возможно, тоже очень долгое время думали, в каком-то тупике находились или безвыходной ситуации, где искали какой-то выход, помощь и так далее. Но вот тут вот как будто бы с вас что-то ушло, да, снялось. Но воздействие точно здесь было, возможно, даже несколько раз. Еще будет воздействие, но вот это обернется именно боком им, а не вам. Это хорошо. Но с одной стороны, как хорошо. Лучше бы, знаете, прозрение к таким людям приходило. Потому что люди многие, знаете, начитаются книжек по книжкам, да, до точности, где ничего не написано. И вот сами того не понимая, раз получают по шапке. Во-первых, да, уже минус, что человек уже изначально, подумав головой, нес негатив. А второе, в целом, да, нес негатив. И в любом случае летит бумеранг. Бывает, на перекрестках скидывают монеты там и всякую грязь. И вот тут именно вот как будто бы, да, человек что-то не делает или не выполняет. Может быть, да, или по книжкам, может обращается к кому-то. Но вот здесь вот как будто бы у вас что-то есть, защита, возможно, амулет какой-то. И это все как уходит, отпирается от вас. Я вам так скажу, что здесь общение не возобновится, да. Здесь, скорее всего, вы остаетесь при своих каких-то, да, людях, при своих значимых людях или дорогих, но здесь не так много. Но тут вот насчет общения оно и не стоит. Оно вот как будто бы, если бы вы и вернулись в те отношения, простили что-то, в том плане, что помирились бы, то вот как будто бы человек снова, да, с ясной головой идет и пакостит. У него всегда на вас найдется повод, потому что воспоминания агрессивно, да, вот он не отпустил, он на что-то злится и все. И по сей день злится. Не отпускает. Девочки, девочки, вот это касается именно вас. Ну чего ж вы так, ну вот тут
любовь, да, такая безответная любовь. Мужчина любит, вы нет. Вы отпираетесь, вы, возможно, даже, знаете, в какой-то степени задели за живое человека. Человек имел к вам чувства, но тут безответная любовь. Он любит, вы нет. Но тут даже идет так, что вы отказали, вы не хотите, вы отвернулись. И у человека как будто на фоне этого злость на вас. Человек может даже обзываться на вас, считать, да, вот, например, что вы такая сякая, или у вас что-то кривое, пытаться выискивать в вас какие-то вот именно минусы. Но это все оправдывается тем, что вы нравитесь человеку. Просто человек вам не нравится. Вот такой вот пакостник. Что касается напакостить вам, это, скорее всего, знаете, человек просто игнорирует вас, но в душе хочет. Есть желание, есть проявление вот какое-то такое внутреннее. Мне она нравится, но вот, да, именно чувство такой обиды, отказа. Вы отказали, и вы такая сякая. И я покажу, да, то, что я тоже умею игнорировать. А вам? Ну вот это и есть сила, да, ваша. У вас тоже, кстати, игнор. Это ваша сила. Вы, кстати, умеете игнорировать. Игнорировать еще надо уметь, да? Здесь вот человек умеет профессионально игнорировать. Вы знаете себе цену. Вы, кстати, по статусу намного выше этого мужчины, и здесь показывают, что женщина знает себе цену. Знает, какая она дорогая или ценная, что ей вот такой вот какой-то там кривой Васька не нужен. Угу. Пакостница, завистница. Здесь конкретно женщина считает вас конкуренткой, сильной конкуренткой, да, и ревнует своего мужчину. Боится потерять, страх потерять мужчину. Очень часто, кстати, проходит вот такое, когда женщина, да, в раскладах боится потерять мужчину, что мужчину уведет другая женщина. И вот та женщина такая-сякая. И вот о вас такое мнение, да, вот именно она может заявлять, что она, кстати, старше вас, эта дама. Тоже такая женщина, можно сказать, в возрасте. Старше вас. И вас считать такой-сякой. Потому что любит она его. Вот теперь вот послушав это, да, вот подумайте, да, вот представьте, что вы Бог, да, и вот вы рассуждаете людей. И вот сверху над этой ситуацией. Угу. Женщина оказывается виноватой, но не мужчина, да. А вы вот именно в ее глазах вы плохая. Такие проецируются вещи, как будто бы вот где-то вы появляетесь, и вот как будто бы она закрывает ему глаза, не смотри туда. Вот как-то так. Да, или пытается вот как-то отвести его за руку, а ну-ка ты посмотри, там птичка полетела в другую сторону, чтобы отвести от вас внимание. Здесь такое пристальное наблюдение за вами. Здесь, кстати, сразу говорю, что мужчина находится, ее мужчина под воздействием, ее воздействием магическим. Здесь есть какая-то фальшь, ложь в отношениях, возможно, даже привязка. Или человек, вот хочется сказать, вслепую пошел в ЗАГС. Напоила, заговорила, напоила и пошли. Вот что-то, да, есть такое похожее, чувствуется из этого. Здесь выходит маг, здесь выходит юстиция. Здесь, скорее всего, вот даже, знаете, мужчина ходит до сих пор под каким-то воздействием. Да он вообще ни на кого не смотрит.
Это вот больная голова этой дамы. Здесь показывают, вот как будто бы вы скоро освободитесь от какого-то человека, который, скорее всего, за вами или бегает, или следит. Вот знаете, вот как-то у кого-то здесь вот так, тут две ситуации. Смотрите, первая проигрывается, это когда вы поймаете человека, что он за вами следит, или почувствуете, да, что куда вы, туда он. И вот прямо можете заявить что-то, сказать, да, не следи за мной, не ходи за мной, не бегай за мной. А у кого-то именно произойдет так, что будет... Вы, например, выставляете фотографии, потому что человек где-то острое наблюдение видит вас. И вы что-то такое выставите или покажете. Может быть, статус это быть. Вы знаете, как словом можно убить человека. И убьете же. Пропадет желание. Угу. Пропадет желание к вам обнулиться. Все хотят проникнуть в ваш дом. Какие-то женщины, да, скорее всего, понюхать, проникнуть, узнать ваше материальное положение или как вы поживаете, в ваш дом. Тут глаза смотрят в ваш дом, в ваши семейные могут отношения. И здесь, скорее всего, видят какую-то вашу дорогу или знают, где вы находитесь, живете. Как будто кто-то по адресу просматривает даже ваш дом. Здесь есть интерес и любопытство, как вы поживаете. Здесь конкретно кто-то может под окнами, например, подглядывать, потому что вы нравитесь, потому что хочется. Здесь, кстати, есть какой-то молодой человек, молоденький, которому вы нравитесь. Но человек не признается никогда в этом. А вообще вот эта влюбленность его меняет его мышление, сознание. Человек что-то хочет сказать, или выдумает новое в своей жизни, да, или вот будет какой-то прорыв, к чему-то его будет вести именно. Вы положительно влияете в этом плане на этого человека. Я не скажу, что это какой-то пакостник, завистник, да, человек скорее просто вот что пакостное делает, может заглядывать в окна или следить за вами, наблюдать за вами, как вы выходите, идете, да, вот вы какая-то вот уже как сказать, приметил, да, вас постоянно, может быть, вас видит во дворе или где-то вы находитесь, но постоянно наблюдает. И вот здесь какие-то такие окна, это может быть машина, автомобиль или соседские окна, да, когда видно вас, и каждый раз человек в чем-то очаровывается, но он понимает, что он в чем-то, да, вот, ну, не дотянет, даже просто к вам подойти и о чем-то спросить. Он не может, да, здесь присутствует какая-то такая незрелость, трусость, да, и такое детское что-то. Но есть мышление здесь меняется у человека. Здесь также видит, как меняются ваши какие-то портреты. Или, может быть, вы внешне как-то одеваетесь и так далее, меняете часто свой какой-то образ. Да? Человек видит вас одну, вторую, разную. Но вы нравитесь. Да, здесь есть и влюбленность, и такое желание, вот это вот прям женщина. Та женщина, та самая. А вы не замечаете. Вы не видите, как он за вами следит. Вы даже не понимаете, о ком идет речь. Не понимаете. Он тайно скрывается. И вы не поймете. Скрытник, да, такой весь. Тайный, все тайное, покрытое мраком. Но здесь вообще, как хочется сказать, или как это говорят, крепкий оловянный солдатик или крепкий орешек, в общем, но здесь человек не раскроется. Хоть ты его принуждай, хоть ты его там, да, испытывай, нет, он не признается. И он, кстати, даже проявлений никаких не будет, вы даже и не поймете. Понимаете, что человек к вам что-то испытывает. Но человек испытывает, еще как испытывает.
Он просто умеет очень хорошо, скорее всего, скрывать свои желания по отношению вообще в целом, да, к женщинам или к вам конкретно. Пакостники, завистники. Здесь зависть. Здесь такая, ну, во-первых, как сказать, тут есть вам чем гордиться, хвалиться. И здесь на самом деле вы привлекаете к себе внимание не только мужчин, но и женщин. Да, здесь даже основное, скорее, больше круг женщин. Им интересно. Им интересно вы. В то же время вы, знаете, являетесь в какой-то степени даже для кого-то идеалом или же, да, человеком, женщина, с которой надо брать пример. С вас берут пример. С вас что-то считывают, с вас пытаются скопировать. Скорее всего, тоже кто-то о чем-то переживает, что у вас есть, а у нее нету. Здесь могут видеть ваши отношения, например, да, что у вас получается простроить с кем-то отношения, или за вами кто-то ухаживает, а женщина это находится в одиночестве. Скорее даже плачет и переживает. У кого-то здесь могло случиться у этой женщины какое-то несчастье. Здесь какая-то внутренняя еще тревожность и депрессия после этого. Но здесь такая доля зависти на фоне своей несчастной жизни. Здесь не такая ярая черная зависть, а здесь такая, знаете, что у вас хорошо, мне бы тоже так хотелось. И вот то, что у нее произошло в жизни, оно как будто бы еще больше давит, когда она что-то видит красивое или лучше, чем у нее и так далее. Еще больше как отравляет ее это. Ей лучше закрыться и посидеть дома. Это будет самым лучшим выходом из ее ситуации конкретно. Вот так вот. А вам же здесь, я не вижу, что человек как-то вам вредит. Я больше вижу, что она закрывается от вас. Она не хочет, вот как будто бы не хочу ее видеть. Да, настолько она ярчит перед моими глазами, что мне и так плохо. А когда я вижу что-то у кого-то лучше, да, вот мне больно и так. Еще хуже, да, вот какое-то такое. Здесь разочарование в любви, здесь какое-то могло быть у нее в жизни даже, вот, хочется сказать, или предательство, но здесь такой стресс, здесь жуткий стресс, здесь, смотрите, какие, да, негативные карты. Здесь человек, она, возможно, собрала вещи и от кого-то ушла. Здесь какое-то такое не очень приятное внутри. И не так себе, но здесь чего-то похуже. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.